Руслан Мамилов – первый ингушский скульптор. Он жил в Джайрахе, здесь же творил. Дом с мастерским был для него духовным пристанищем от шума и суеты городской жизни. В нем он обрел покой и вдохновение. Сегодня здесь находится дом-музей. Школьники, туристы и просто ценители искусства часто приходят сюда, чтобы полюбоваться его творчеством. Но мало кто знает, что сотрудники музея собирали все это буквально по крупицам. Мраморная пепельница, сигареты «Беломор-канал», которые курил наш скульптор. И вот такие предметы, и шахматы, шашки, которыми, как все знают, он очень любил собирать людей, гостей. И в доме Фирузы Гиреевны и Руслана Израиловича всегда очень было многолюдно. Они всегда умели притягивать к себе образованных, начитанных, грамотных, любящих искусство, творчество людей. И вот за игрой с этими, за шашками, они вот проводили досуги, беседовали. И вот эти моменты, они для нас очень ценные, важны. Руслан Мамилов был не только скульптором, но и прекрасным художником. Он родился 7 ноября 1928 года. Был членом Союза художников СССР и председателем правления Союза художников ЧССР. Обладатель многочисленных наград. А его работы до сих пор радуют жителей городов бывшего СССР. Памятник, установленный в Грозном в 1968 году в память о пожарных, погибших во время Великой Отечественной войны, один из самых знаменитых монументов Мамилова. Уникальность этого памятника, что он именно в этом мужчине воссоздал в чугуне, а это очень сложный материал, именно тот эстетический идеал, когда мы говорим на ингушском языке «Галгай машсиги хозл кунах возяхаш долждодош», он воплотил в этом герое. Не менее удачны и его многофигурная композиция «Посланец Ленина» Орджоникидзе, многочисленные парковые скульптуры в Кизляре, Малгобеке и Гудермесе, каменный фриз на Новом театре в Грозном, и это лишь небольшая часть его произведений. Впервые дом-музей Руслана Мамилова открыл свои двери всем почитателям его творчества в 2011 году. В настоящее время музей насчитывает 554 экспоната, с которыми могут познакомиться как жители, так и гости Ингушетии. Собраны уже непосредственно эскизы, фотографии, рассказывающие о жизни скульптора, его рисунки. Я и сама, если честно, люблю рисовать, особенно природу. И для меня как бы сегодня было значимо снова прийти сюда, в этот дом-музей, и увидеть, что творил мастер и все его картины. Проходили его творчество на классных часах, изучали, как он делал, что он делал. Также это выдающийся человек, который внес вклад в нашу историю ингушского народа. Для нашего села он сделал немало полезного. Это полное погружение в мир Руслана Мамилова. Личные вещи, предметы быта, документы. Кажется, что сам Руслан Израилович будто вышел на минуту, а тут все на своих местах. Незавершенный бюст, который ждет своего автора, любимый стол, очки, мольберт, краски с углем и не только. Вот за этим столом часто собирались гости, которые посещали этот дом. Это были писатели, это были композиторы, это были художники. Вот о чем-то они какие-то, может быть, новые проекты обсуждали. Мастера давно нет среди нас, но молодые люди тянутся сюда каждый день. И не только для того, чтобы просто посмотреть, как жил известный скульптор, но и найти вдохновение.